Здравствуйте! Вы смотрите «Дорожный патруль» на башкирском спутниковом телевидении. Сегодня в выпуске. В городе Туймазы произошло роковое столкновение отечественного автомобиля и иномарки. В Илишевском районе в аварии погиб водитель, ранее лишенный прав за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. В Уфе пострадал 5-летний ребенок в аварии с участием 2 пассажирских автобусов. В Баймакском районе погибла женщина, которая оказалась под колесами автомобиля под управлением 19-летней девушки без прав. Это и многое другое смотрите прямо сейчас. В городе Туймазы произошло роковое столкновение отечественного автомобиля и иномарки. Один из водителей погиб, а второй не имел права управления транспортным средством. На улице Северная столкнулись встречные автомобили ВАЗ-2115 под управлением 59-летнего водителя и Мерседес-Бенц, за рулем которого находился 42-летний местный житель. В результате ДТП водитель ВАЗа скончался на месте, второй обратился за медицинской помощью, после чего был отпущен домой. Известно, что он управлял иномаркой, не зарегистрированной в установленном порядке, к тому же без водительских прав. Смертельное столкновение встречных транспортных средств произошло и в Илишевском районе, на этот раз с участием грузового автомобиля. Так же, как и в предыдущем ДТП, погиб один из водителей. На 1182-м километре автодороги Москва-Уфа столкнулись ВАЗ-21099 и грузовик «Вольво». В результате аварии 35-летний водитель ВАЗа скончался на месте. Известно, что погибший ранее был лишен водительских прав за езду в нетрезвом состоянии. В Чешминском районе водитель с признаками состояния опьянения допустил дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пассажир. На 1437-м километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск 32-летний местный житель за рулем автомобиля «Лада Гранта» совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии 52-летний пассажир получил травмы. Водитель от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. Управление транспортным средством в нетрезвом состоянии является одним из грубейших нарушений ПДД, порой ведущих к трагическим последствиям. Не стоит забывать, что, находясь за рулем в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизни других участников дорожного движения. О недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения знает каждый водитель. Однако многие, к сожалению, считают, что небольшая доза алкоголя не влияет на качество управления транспортом и не может привести к дорожно-транспортным происшествиям. Алкоголь снижает скорость реакции на 30–40% и сохраняется в крови сутки. Не стоит доверять народным схемам расчета, через какой промежуток времени после выпитого можно садиться за руль. Этот показатель индивидуален для каждого водителя. Лучше воздержаться от поездки в течение суток, ведь добраться до пункта своего назначения можно на общественном транспорте либо воспользоваться услугами такси. Госавтоинспекция Республики Башкортостан систематически проводит профилактические мероприятия, задача которых выявление и исключение из транспортного потока нетрезвых водителей. Такие меры реагирования необходимы для поддержания порядка на автодорогах и обеспечения безопасности дорожного движения. В столице республики пострадал 5-летний ребенок в аварии с участием 2 пассажирских автобусов. На улице Первомайская столкнулись маршрутные автобусы «Лотос» и «ПАС». По имеющейся информации, в результате ДТП 5-летняя пассажирка автобуса «ПАС» обратилась за медицинской помощью. Тем временем в Стерлитамаке водитель «Лады Гранта» при обгоне, не убедившись в безопасности маневра, совершил столкновение с автомобилем «Мазда», двигавшимся в попутном направлении. После этого водитель «Лады» совершил наезд на электроопору, а «Мазда» от удара изменила направление движения и столкнулась с ВАЗ-2112. К счастью, в результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. Ошибки опытных водителей. Одна из распространенных причин ДТП – нарушение правил излишне самоуверенными водителями, считающими себя опытными. В данном ролике мы расскажем о типичных ошибках, совершаемых данной категорией автомобилистов. Зачастую опыт вождения дает излишнюю самоуверенность, что может привести к некоторым типичным ошибкам.
Одной из таких ошибок является недостаточная концентрация на вождении. Излишне самоуверенные водители с легкостью отвлекаются на телефонные разговоры или отвечают на сообщения. А ведь скорость переключения сознания с одной задачи на другую может составлять до нескольких секунд, которые могут оказаться роковыми. Большой стаж вождения создает ложное чувство полного контроля над дорожной ситуацией и заставляет водителя превышать скоростной режим. Не забывайте, что законы физики действуют на всех одинаково. Республиканская госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам соблюдать правила дорожного движения, иначе могут быть печальные последствия. Так, в Нефтекамске на улице Дорожная 40-летняя женщина за рулем автомобиля BMW совершила наезд на 11-летнего пешехода. В результате аварии мальчик получил телесные повреждения. Известно, что пешеход находился без сопровождения взрослых. В Благоварском районе на 1401 километре федеральной трассы М5 «Урал» 61-летний водитель за рулем КАМАЗа допустил столкновение с попутной автомашиной Toyota Land Cruiser. От удара внедорожник задел женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу, после чего въехал в остановочный павильон. В результате аварии избитой местной жительнице была оказана медицинская помощь. В Баймакском районе произошел смертельный случай наезда на пешехода. Водитель скрылся с места ДТП. В скором времени выяснилось, что за рулем была 19-летняя девушка без водительских прав. В данный момент она находится под подпиской о невыезде. На улице Советская села Тимясово неустановленный водитель совершил наезд на 35-летнюю женщину, которая в результате аварии скончалась на месте. Водитель скрылся с места ДТП. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГИБДД в соседнем селе Нижнеидрисово обнаружили автомобиль с механическими повреждениями. Дочь владелицы транспортного средства пояснила, что за рулем находился ее родной брат. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, но отрицал причастность к ДТП. При опросе его 19-летняя сестра, не имеющая водительских прав, призналась содеянным. С ее слов, погибшая лежала на проезжей части. Односельчане добавили, что погибшая к тому же была в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Только от вас зависит, сможете ли вы остановить машину в темное время. Пользуйтесь светоотражающими жилетами и браслетами. Отряд ЮИТ школы села Иглино с сотрудниками районной госавтоинспекции провели профилактическую акцию «Пристегнулся сам, пристегни ребенка». Школьники обратились к водителям села с напоминанием о необходимости соблюдать правила перевозки пассажиров в автомобиле. В ходе акции всем участникам вручили буклеты «Пристегнись в автомобиле» и детям автокресла. Приказом министра внутренних дел по Республике Башкортостан подполковник полиции Олег Дмитриев назначен на должность заместителя начальника УГИБДД МВД по Республике Башкортостан. Олег Дмитриев родом из Уфы, окончил Уфимский юридический институт МВД России. Служебную деятельность начал в 1997 году. Ранее занимал должность заместителя командира полка дорожно-постовой службы ГИБДД по Уфе. Награжден медалями МВД России за отличие в службе 3 степеней и за доблесть в службе. Команда телепроекта «Дорожный патруль» поздравляет Олега Николаевича с новой должностью и желает успехов в непростом труде.
Некоторые граждане при проверке своих водительских удостоверений на официальном сайте ГИБДД РФ обнаруживают, что их документ имеет статус недействителен. При выявлении подобной информации на сайте Госавтоинспекция Республики просит не беспокоиться. Поясняем, все водительские удостоверения, срок которых не истек, действительны в соответствии с законодательством и нормативно-правовыми документами МВД России. Более подробную информацию о действии водительского удостоверения, наличии административных штрафов, а также иной информации о действующих ограничениях можно получить, обратившись в любое территориальное подразделение ГИБДД. Информируем, что сотрудники Госавтоинспекции руководствуются сведениями, имеющимися в Федеральной информационной системе ГИБДД МВД России, где все данные достоверны и надежно защищены. Госавтоинспекция Республики Башкортостан информирует граждан, что свидетельство о праве собственности на транспортное средство можно предъявлять инспектору в цифровой форме. Для этого необходимо скачать приложение госуслуги.авто и авторизоваться. После этого приложение автоматически загрузит данные из базы ГИБДД об автомобилях, принадлежащих гражданину. Для того, чтобы предъявить СТС сотруднику ГИБДД, нужно нажать кнопку «Предъявить документы». После этого приложение сформирует QR-код, который можно показать инспектору для считывания. Сервис работает в тестовом режиме. Бумажный документ необходимо также показывать по требованию инспектора вплоть до внесения изменений в правила дорожного движения. Сотрудники ГИБДД и других экстренных служб и в зной, и в стужу, и в праздники, и будни несут свою службу и выполняют не только свои прямые обязанности, но и спешат на помощь в любой ситуации. Так, в Салавате сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь водителю из Оренбургской области, у которого случилась поломка автомашины ВАЗ-2106 на трассе Уфа-Оренбург. Старший инспектор дорожного надзора капитан полиции Дамир Равилов и старший инспектор безопасности дорожного движения капитан полиции Ильдар Шарипов выявили причину неисправности и помогли устранить ее. Госавтоинспекторы съездили за автозапчастями, а также привезли мастера. Мужчина поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции и продолжил свой путь. Человек всегда стремится адаптировать автомобиль под капризы природы. Многим знакомы туман, дождь, снег, гололед. А что вы знаете о водном клине? Это клин из воды, который вбивается между колесом и поверхностью дороги. Явление, когда вы теряете управление автомобилем. Будьте аккуратны на дорогах с мокрым покрытием. Уфа! Заказывай роллы в Йоби да Йоби. Здесь много и вкусно. Набор Йоби-Суйоби 1149 рублей. Набор Сисяки за 1349 рублей. Ролл Цезарь в подарок. Промокод ЙО6613. Заказывай прямо сейчас.